Уважаемые читатели, мы приглашаем вас на аудиоэкскурсию по выставке картин Айгуль Ишбердиной. Мы назвали эту выставку «К своим истокам». Айгуль Ишбердина родилась в 1983 году в городе Сибае. Она неуклонно шла к цели стать профессиональным художником. Для этого ей понадобилось закончить детскую художественную школу в городе Мелеузе, Уфимское училище искусств, кафедру живописи и Уфимскую государственную академию искусств имени Исмагилова. В настоящее время Айгуль Ишбердина живет и работает в Уфе. Она член Союза художников России с 2010 года. Айгуль Ишбердина является одним из лидеров молодежного искусства Башкортостана. Постоянно демонстрирует достаточно высокий уровень мастерства. Ей присуще чувство эстетической восприимчивости ко всему новому, неукротимое стремление к самосовершенствованию, к освоению и творческому переосмыслению различных художественных традиций и жизненных явлений. Она является носителем собственной философии, создает свое неповторимое творческое пространство. Слово самой Айгуле Ишбердиной. Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Ишбердина Айгуль Фаритовна. Приглашаю вас на мою выставку, которая называется «К своим истокам». Родилась я 14 марта 1983 года в городе Сибае. Прожила там несколько лет и переехала в город Мелеуз. В настоящее время живу и работаю в городе Уфа. С самого раннего детства любила рисовать. Мама хотела отдать в музыкальную школу, но я со слезами на глазах переубедила ее и поступила в детскую художественную школу города Мелеуза. В 16 лет поступила в Уфимское училище искусств, на факультет изобразительных искусств кафедры живописи. Училась я у самого лучшего прекрасного педагога Калитова Георгия Ганеевича, который вовлек в этот удивительный мир изобразительного искусства. Высшее образование получила в Уфимской государственной академии искусств. У таких преподавателей, как Назаров Михаил Алексеевич, представитель школы примитивизма, и у Абдуллина Риф Мударисовича, представитель реалистической школы. Во время учебы в академии началась активная творческая выставочная деятельность. Принимала участие во многих выставках, и меня приняли в Союз молодых художников Республики Башкортостан. Здесь на выставке представлены две работы этого периода с названиями «Красноусольск». В этих работах храм величественно возвышается над всем. Хотела показать, что вера, религия и святость превыше всего. На данный момент я являюсь участником молодежных, районных, персональных, городских, республиканских, российских, международных, зарубежных выставок. После окончания академии, через год, в 2010 году, меня приняли в Большой союз художников Российской Федерации. Мои работы находятся в музее Нестерова и в частных собраниях. В экспозиции Айгули Ишбердиной представлено 24 работы. О том, какие основные направления присутствуют в творчестве Айгули Ишбердиной, рассказывает она сама. Хочу рассказать немножко о своих работах. Свое детство провела я у бабушки с дедушкой в Мелеузовском районе в деревне Туманчино. Символ района – это гора Кунгак, часть большого хребта Янгудай Республики Башкортостан. Гора Кунгак всегда завораживает меня своей красотой, таинственностью. Я не устаю писать ее, посвящать ей свои сюжетные композиции. На выставке это картины Кунгак, где представлен сам праздник Сабантуй. На переднем плане мои бабушка и дедушка в образе наших предков, корней, хранителей, традиций и обычаев. На заднем плане люди, отдыхающие, знакомящиеся с историей, завороженные красотой открывающихся далей. Из этой серии у горы Кунгак Туманчино. Так мы видим гору с самой деревни. Мощь величия ее впечатляет. Картина детства. Дети, играющие в прятки, догоняющие друг друга на этой горе, как символ большого и безграничного будущего, как сама эта гора. Также из этой серии картина «Бабушкин двор». Всегда теплый, уютный, красивый,
как цветы на картине. Картина «Отшумевшие тревоги толщей лет отдалены», написанная к 65-летию Великой Отечественной войны. В этой работе я написала образ ветерана, а это прежде всего для меня это мой дедушка, участник, ветеран Великой Отечественной войны Ахмадеев Хуснулла. Он отправился на фронт 17 лет, несмотря на то, что у него был только один глаз с раннего детства, и это не помешало быть ему стрелком в аэротехроте под Киевом. Всего он на фронте был 5 лет, с 41 по 46 год. Отшумевшие тревоги толще лет отдалены. На картине дедушка, который нежно и крепко обнимает девушку, внучку или правнучку. Ведь для него самое большое счастье, что война далеко в прошлом, и его потомки живут под чистым небом на своей земле. Картина «Поэзия». Это автопортрет, написанный во время учебы в Академии искусств. Художник всегда заглядывает вовнутрь себя, ищет, пытается найти себя, понять. Рядом девочка в образе ангела или феи, а сверху большие тени, темные. Я читаю жизнь, пытаюсь ее понять, а рядом всегда ангел-хранитель. Но рядом со светлым есть и черное, темное. Такова жизнь. Картина «Пробуждение». Это вид с окна мастерской Академии искусств на парк Аксакова. Весна – время, когда природа просыпается от долгой холодной зимы, подобно тому, как студент получает знания и опыт, открывает глаза и учится видеть все вокруг. Картина «Как цветы». Очень люблю цветы. В этой картине хотела сравнить красоту женщины, девушки с красотой цветов. Подобно цветку она красиво цветет, благоухает. К теме цветов на выставке представлены картины орхидеи с попугаем. Цветок орхидеи завораживает своей необыкновенностью. С одной стороны, неземной красотой – это сами цветы, а с другой – торчащие корни, символ земли. Так в одном цветке соединяется земное и неземное. Среди них мой попугай, который прожил 12 лет. Тема воды очень мне интересна и близка. Это картины «Лето 2013», «Теплый вечер», «Ловись, рыбка», «Большая вода», «Две реки». Вот как отзываются о творчестве Айгуль Ишбердиной маститые художники Республики Башкортостан. Зуфар Гаянов. В своих работах Айгуль Ишбердина раскрывает тему своей земли, своего народа, красоту башкирской земли. Работы отличаются законченностью мыслей, сюжетом, народностью. Заслуженный художник России и Башкортостана, лауреат премии имени Салавата Юлаева Губайдуллин. Творчество Айгуль проникнуто любовью к родному краю, к образам окружающих людей, к национальному быту и колориту. Исторические легенды и фольклор башкирского народа находят отражение в ее произведениях. Член Союза художников Башкортостана Мазитов. Айгуль Ишбердина является одним из самых творчески активных молодых авторов республики. Несмотря на молодость, она является участником многих значительных художественных выставок. Изысканная лиричность, задумчивость, внутреннее обаяние в изображении героев своих композиций, восхищение и очарование природой Родины, целомудренное отношение ко всему, что она рисует – вот те основные слагаемые, составляющие ценность ее работ. И напоследок, дорогие читатели, я хотела пожелать вам видеть красоту во всем. Красота, она кроется вокруг нас в самых простых вещах. Красота – это и доброта. Мы живем в очень красивом крае, живописном Башкортостане. Я желаю вам видеть красоту вокруг, везде, всегда. Спасибо. Уважаемые читатели, давайте вместе с вами пожелаем молодой художнице новых творческих свершений, новых картин, благодаря которым мы постигаем красоту родного края, становимся патриотами Республики Башкортостан. Мы приглашаем вас прийти в библиотеку и еще раз познакомиться с экспозицией картин «К своим истокам» художницы Айгуль Ишбердиной.